Добрый день, уважаемые читатели библиотеки Смарт. Поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Победы. Сегодня в рамках проекта «Дети войны» о своем военном детстве расскажет наш постоянный читатель Шевелин Борис Сергеевич. Борис Сергеевич родился в 1939 году и прекрасно помнит это далекое и трудное время. Он начал писать воспоминания, и сегодня он может поделиться отрывком из первой главы. Свою историю я начал писать в связи с тем, что мы не могли найти данных о своем отце. Мой отец, Макеев Сергей Александрович, мой родной отец, кадровый офицер, где-то в марте-апреле 1941 года был переведен на западную границу с города Кемерово. Хотя до этого он служил в Екатеринбурге, бывшем Свердловске. И мы несколько раз пробовали найти, где же он был похоронен, где он погиб. Мы обращались в военкомат города Свердловска, военкомат города Якутска, но найти и не могли. И даже в книге памяти мы тоже не могли его найти. Ни военкомат, ни мы в интернете найти фамилию, имя, отчество моего отца не могли. И однажды, будучи в городе Свердловске в отпуске, я как-то вспомнил, что на доме, где жил мой дед Макеев, была мемориальная доска. И вот в связи с этим я обратился в музей, исторический музей города Екатеринбурга, чтобы, узнать про эту, про моего деда Макеева. И я там встретил Бурденкова Евгения Александровича, заведующего историческо-этнографическим отделом. И вот он сразу объяснил мне, где найти, моего деда, все данные про моего деда. И тут же он прямо в этот же день и нашел, что он находится в книге памяти, но в городе Свердловске. А в Кемерово, когда он призывался, оказывается, там его и туда мы писали, и там его не могли его данные найти. И вот в связи с этим Евгений Александрович Бурденков сказал: так вот, напишите-ка обо всем этом и вообще о своем детстве. И я, стал писать для музея города Екатеринбурга. И вот давайте я зачитаю, что там у меня было написано. Отец мой, Макеев Сергей Александрович, в 1940 году как кадровый офицер был направлен на службу в Кемерово, а в марте-апреле 1941 года был переведен на западную границу в Украину. И спустя 2 месяца от него уже не было никаких писем. И вот весной 1942 года мы переезжаем в Красноуфимск.